искать ответы на вопрос, куда в России исчезло 600 тысяч татар. Накануне Нового года были обнародованы итоги переписи населения 2020, проходившей в конце 2021. По ее итогам в России уменьшилось количество представителей разных национальностей. Татары, конечно, остались второй по численности нации, но результаты переписи, честно говоря, многих, в том числе и меня, сильно удручают. Не дает покоя вопрос, почему нас стало существенно меньше. В разных регионах на этот вопрос ответы разные. Впрочем, все сходятся в том, что свою роль сыграли ассимиляция, пандемия, миграция, смешанные браки и отсутствие внятной, выверенной национальной политики в стране. Журналисты нашего канала в ближайшее время будут посещать те регионы страны, где по итогам последней переписи произошло самое существенное сокращение численности татар, чтобы попытаться понять причины произошедшего. На этой неделе мы посетили Самарскую область. Она всегда была регионом, где проживали более 100 тысяч татар. И таковых субъектов в России было 11. После переписи 2020 осталось всего 6 таких регионов, то есть вдвое меньше. Самара давно не тот городок, про который в песне пелось, а город, в котором живут больше 1 миллиона человек. И более 3 миллионов по области, которую местные часто называют губернией. Самарская область до недавнего времени входила в десятку регионов России, где проживало более 100 тысяч татар. Более 126 тысяч, если быть точнее, по итогам переписи 2010 года. По итогам последних государственных статистических данных на 32 тысячи меньше. Как и большая часть России, эта территория многонациональная. И данные переписи не порадовали представителей многих этносов. Согласно последней переписи населения, на территории нашего региона проживает 124 народа. На сегодняшний день основной все-таки народ, проживающий на территории Самарской области, это русский народ. Следующий народ – это татарские представители у нас, татарского народа. У нас действует несколько татарских организаций на территории региональных. Мы где-то приблизительно посчитали, это 30%. Вот. Но это не только же татары. Поволжье вообще и Мордва, и Чуваши. Особенно Чуваши и Мордва там вообще потеряли очень большой, там до 40 и больше процентов. Минахмед Халиулов одной из объективных причин такой ситуации называет демографический провал конца 80-х, начала 90-х годов 20 века, а также ассимиляцию, глобализацию, урбанизацию. Но немалую роль сыграли и субъективные причины. Были пандемийные процессы. То есть коронавирус, когда переписчики не смогли попасть в каждую квартиру, достучаться и полноценно провести перепись населения. Вот это вот тоже как бы сказалось на том, что, может быть, где-то даже некачественно аналитика и перепись, и статистика была проведена. Перепись не совсем как-то отлаженно проведена, сама перепись. Я вот живу там, допустим, у меня многоквартирный дом, я никогда не видел, чтобы у нас там во дворе кто-то приходили и занимались, соседи там, или никто даже и не участвовал. Хотя говорят, что вы должны сами пойти там и заявить об этом. Но многие же у нас, сами знаете, инфантильны к этому. Куда здесь его за хлебом-то в магазин особо не пойдет. Нет самой идеи в этой переписи. Какой-то не доведена она вот. Ко многим переписчики не приходили. Потому что вот как бы в мою семью только вот ко мне только приходили, к детям не приходили. Вот у работников спрашиваю. Тоже у родственников спрашивают, тоже не приходили переписчики. Потом, если бы я не сказал, что запишите меня татарин, да, то они бы не спрашивали. Именно национальность, национальные вопросы и родной язык там не спрашивали. Соборная мечеть Самары тоже один из индикаторов количества татар, которых, по словам муфтия, здесь стало больше, как и в целом мусульман. Но все равно по общему количеству больше представителей Средней Азии и Кавказа, чем татар. Часть уехали, часть перестали быть татарами, как ни прискорбно это звучит. Они остались татарами по фамилии, по имени, но по мыслям, по духу, по языку, по целеполаганию, по устремлениям, к сожалению, это уже татарские россияне, вот так, это уже не татары. Рваться в перепись, чтобы татар всех учли, чтобы татар было больше, вот это некий патриотизм национальный, его уже нет. Ильяс Шакуров сам учредитель нескольких татароязычных средств массовой информации. И если интернет-издания еще пользуются спросом, то печатные падают в тиражах.
Главный редактор газеты и журнала Данияр Сайфиев сетует, что тираж газеты упал в 3 раза. Если говорить о журнале, то понятно, что он изначально был задуман как социальный проект, это не коммерческий проект, и он выживает исключительно за счет учредителя и бизнеса. Газета «Национальная» с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Тема переписи, само собой, в этих изданиях тоже затрагивалась. Жалоб по ее итогам сюда еще не поступало, но в процессе случались, как это принято говорить, небольшие инциденты. Был даже один неприятный момент. Мы нашли материал, подготовленный к переписи 2010 года. Татары, пишите себя татарами, не мещарами, не тептярами, а именно татарами. Эту перепечатку мы поставили на сайт. Кому-то это не понравилось. И учредителя сайта вызывали в правительство и сказали ай-яй-яй. Тему итогов переписи обсуждали представители Всемирного конгресса татар на онлайн-встрече с татарской молодежью Самары. Есть у национального общества здесь свое молодежное крыло. Мне не все равно на мою историю и не все равно на мое будущее. И также наши ребята, которые в организации, в Тугантеле, им тоже не все равно. Но это зависит от человека. Если мы хотим сохранить наше будущее, то мы должны что-то делать для этого. Начать с малого, изучать язык, помнить историю. А не только один раз в год ходить на Сабантуй и радоваться. Председатель Совета татарских краеведов Самарской области Шамиль Галимов уверен, что противостоять урбанизации, ассимиляции и глобализации очень трудно, и остановить его, скорее всего, невозможно. И главным своим долгом считает сохранение языка. В единственную на весь город татарскую школу, кстати, муниципальную, детей везут со всех концов Самары. Начала работать как воскресная, а с 1997 года полноценная общеобразовательная. Рассчитана на 600 учеников. Места не хватает. 3-й год учатся в 2 смены. Городские власти предоставили еще одно здание по соседству. Предстоит его ремонтировать и достраивать. 2 учителям меценаты предоставили служебную квартиру. Только бы работали. Все предметы, математика, физика, биология, все, конечно, ведется на русском языке, но добавляются предметы татарский язык и литература. В среднем где-то в классах это по 3 часа получается. И, конечно же, вся внеурочная работа, часы внеурочной работы, они отдаются вот в этом направлении. У нас, например, фольклор татарского народа, татарская музыка, хореография. Наши учителя все владеют татарским языком. И они какие-то термины, какие-то обороты тоже используют татарский язык. И русский и татарский язык, они же взаимосвязаны, как 2 крыла. Нас не обделили. По сравнению с другими регионами, нам все возможности как были предоставлены, часы. В изучении языка, который, скорее всего, родители считают родным, все средства хороши, но все сходятся во мнении, что дело это общее. Мы понимаем прекрасно, что только одними сабантуями, наврозами и другими мероприятиями мы не сможем сохранить родной татарский язык. Если не будут разговаривать наши дети в своих семьях, если не будет дополнительных занятий в школах, скажем, в воскресных школах, конечно же, мы будем потихоньку терять национальный свой родной язык. Если мы хотим, чтобы на даче у нас выросла картошка, мы пытаемся найти хорошие семена, удобрения, поливать еще, продумываем, как бы поливать можно было картошку, и тогда получается хорошая картошка. Словом, дело сохранения национальности в первую очередь дело представителей самой национальности, не только властей. Зуфар Давлетшин, Роман Безменов, 7 дней, Самара. Сегодня всех нас также мучают извечные вопросы. Что делать и кто виноват? Ответ на вопрос «кто виноват» я знаю. Виноват каждый из нас, в разной степени, конечно. Но толку посыпать голову пеплом мало. Главный вопрос – что делать? Выскажу свою точку зрения. Прежде всего, я считаю необходимым произвести, если хотите, инвентаризацию всего татарского мира. Я уверен, что надо заниматься образованием, школами, учебными центрами, медресе, построенными при мечетях.
Главное в этом вопросе – нельзя уповать только на поддержку республики. Люди, обладающие возможностями, татарские предприниматели, бизнесмены должны взять под свою опеку школы, классы, группы, где изучается татарский язык. Надо помогать педагогам в школах и садиках, платить им надбавку, разработать в каждом регионе соответствующие программы, планировать подготовку специалистов, оплачивать учебу студентам, продолжить совершенствование электронной школы изучения татарского языка, решить проблемы с учебниками и так далее, и так далее. Я уже давно говорил в своих программах, обращаясь к богатым татарам. Хватит строить только мечети. Вы там скоро не услышите татарской речи. Давайте строить и школы, и детские сады, где будет звучать татарская речь. Для себя, для своих детей надо строить и создавать. Закон позволяет. Но посмотрите, в любом крупном городе, в том числе и в Казани, есть еврейская школа. И попробуйте туда попасть. Родители всех национальностей хотят туда отдать своих детей. Этим школам всегда помогают местные еврейские общины. И они всегда входят в число лучших учебных заведений региона. Но почему мы, татары, не можем заняться вопросами образования как евреи? Они это делают по всему миру. Почему нам, татарам, не хватает энергии и воли? Неужели в нас не осталось, как писал Тукай, национальной гордости даже размером с мышь? Да нет, не верю. Среди татар ведь тоже много очень предприимчивых и талантливых людей. Конечно, в Министерстве образования нужен целый департамент по вопросам образования за пределами Татарстана. Он должен оказывать методическую и юридическую помощь всем желающим по открытию татарских детских садов, классов, групп и даже частных школ в регионах России. По работе татарских медресе. Конгресс татар, безусловно, должен сделать акцент на проблемах образования, иметь возможность распределять гранты лучшим учителям, учебным заведениям, оплачивать обучение специалистов, чтобы в конечном счете переломить статистику уменьшения татароговорящих в России. Мы должны поставить перед собой конкретные количественные показатели в образовании и по срокам, и по количеству школ, детских садов, классов, групп, учителей, учеников, шакирдов медресе и добиваться их исполнения. Регулярно вести собственную социологию и статистику в местах наибольшего проживания татар в регионах. И в конце концов упереться на определенных показателях и пойти вперед. И когда-нибудь после титанической работы обеспечить увеличение количества татар и количества людей, знающих татарский язык. Без этой конкретики, без конкретных планов, без честных цифр мы обречены на провал, на вымирание, на растворение в котле народов.